Прекрасно, даже отходить нельзя. Опять же вам всем привет, здесь не надо, но это будет в том, что все склеится. В общем, у меня теперь есть часть до вирусных частей опять. Давайте по-быстрому, я не буду там все это опять по второму разу. Нельзя от планшета отходить, надо устройство набрать. Потому что экран-то погаснет и запись остановится. Вот у меня экран погас, запись остановилась. Поэтому ждите, там рубрика вырезная часть скоро будет опять. Сперва мы это уже проходили, во-вторых, там, в прошлых двух сериях, если вы не знаете. В общем, я не буду это читать, потому что мы это уже проходили. Я отходил в туалет, и запись прекратилась. Так, понимаете вы его, да. Вот даже слишком быстро как-то у меня получается. Я там сказал всем привет, не знаю. Только ты по-быстрому, более быстро получается. Красный мой любимый цвет, красный, доброта я добрый, любовь я люблю. В этом все честно, да. Смеюсь и возможность будет понятно. А если его назвать, ничего не скажет. Оно же было, если назвать. Типа он так падал. Человек в Андертейле. Взяли его, что насчет создателя? Тоже будет такой. Превосходно. Поистине превосходно. Спасибо за уделенное время. Ваши ответы, ваше честное творение будут отринуты. Никому в этом мире не дано выбирать, кем им быть. Вас будут звать Крис. Если сейчас мы пропустим школу. Я буду ждать снаружи, хорошо. Так, это подробно не будет ничего, так что... Я буду просто проходить... потому что подробности мы там все смотрели в прошлых двух сериях. Это игры, Дельтарон. Я же сказал, что это Дельтарон. Смысл говорить, если тут также будут в названии. Какой прекрасный денек. Надеюсь, все. Но я знаю, что после своего университета он рад вернуться в этот маленький городок. Да. Давайте быстрее. Можно как-то ускориться. Проходим Дельтарон. Хорошая музыка. Если будет решать такие игры, как Дельтарон, Undertale, какой-нибудь, еще какой-нибудь. Типа такого же. Девочкам управлять, нет? Типа, создатель Тоби Фокуса, вот это вот. Итак, у всех есть... Крис, мы думали, здесь не будет. В этом месяце мы будем делать групповые проекты. Что ж, пройдись и найди себе напарника, хорошо? Рис, очень жаль, у тебя уже есть... у Тэм уже есть напарник. У Тэм напарник и яйцо. Рис, блин. А черно-белое яйцо, спадано в крутое. Печально, но кажется, у него
уже есть напарник. Помочь, но не мочь. Ха, что думаешь, об этом смешно, правда? Нет? Вот тебе и новость, дружище. У меня уже есть напарник. Катись. Верно, Крис. У меня уже есть хороший напарник. И мы будем смеяться всю дорогу до, до банка. Всю дорогу до банка, да. Потому что мне нужны деньги, а еще я очень смешной. Да понял я тебя. Йоу, Крис, в следующий раз приходи пораньше. Не прошу стать напарником Снежина. Он все время дергает меня и говорит: здорово, партнер. Как какой-то ковбой. Я знаю одного ковбоя. Напишите в комментариях, кого я имею в виду. Если напишите правильно, получите от меня сердечко в комментариях. Крис, ты же знаешь, Джокин, Том и Котти всегда напарники. Мы образцовый школьный дуэт с первой совместной физкультуры. Я как-то говорю неправильно сегодня. Был день обручей, и вдруг они кончились. На всех не хватило. Поэтому я был обручен Котти. Вот наша история дружбы. Мы лишь внешне разные, но у нас с Котти куча общего. Мы любим дышать и двигать челюстями. Щелк-щелк, тык-тык. Занято. О, Крис, опять опаздываешь. Тебе нужен напарник? Извини, я уже работаю со вторым умнейшим учеником в классе. Хотя подожди, Крис, я тут подумал, твои уникальные умения могут нам очень пригодиться. Нет, вообще-то я хочу получить 5. Поспрашивай у других, Крис, я хочу получить 5. Если никто не согласится, может тебе опять поможет твоя мамочка. Так, а если я уйду, я просто ухожу. Крис, суть в том, что тебе надо найти кого-нибудь из класса. Так, а тут часики. Мы посмотрели на время. Похоже, сейчас время для занятий. Так, а ты что скажешь? Похоже на мотивационные цитаты из книг. Не сдавайся, астральный волк даже в самые темные времена. Видимо, это из видеоигры. Что я смотрю в телефоне, это школьная программа, конечно же. Аниматронная школьная программа. И эй, Крис, у тебя все еще нет напарника? Не лучше меня, ты будешь моим напарником. Да, с кем я еще не говорил, только осталось Ноэль, да. Ладно, говорим с Ноэль. Крис, как ты? Снова карандаш потерялся. Вот тебе в форме леденца на пачке с фонариком. Хочешь стать моим напарником? Извини, Берти, раньше ты меня пишешь, камера, пиши меня, пожалуйста. Меня это уже бесит. Раньше я спросил. Я могу спросить мисс Альфис насчет группы из 3. Я спрошу, если хочешь. Давай. А если пока нет, ладно. Да, думаю, ты еще найдешь напарника. Ничего не изменится. Вот там есть напарник, да.
Ладно, спрашивай. Да ладно, Свет. Хорошо, я спрошу. Мисс Альфис, можно ли нам создать группу из 3? Что нет, я против оставить. Что, но, Крис... Ну, Эль, что ты сказала? Просто говорила, что нам вдвоем хорошо. Вообще-то я хотела узнать... Ну, Эль, ты можешь говорить громче? Привет, Сьюзи. Или там было, не понял я. Я опоздала? Ох, нет, все хорошо, мы просто выбираем напарников для группового проекта, и Сьюзи, Крис будет твоим напарником. Отлично! Нормально? Буду так озвучивать. Постараюсь. И так как все в сборе, я напишу задание. Кто-нибудь видел Мел? Это уже третий раз, когда он пропадает. И вы все знаете, что без него я не могу начать урок. Серия будет длинная, чтобы сохраниться можно было. Дойдем до сохранения и там остановимся. Как насчет того, если никто не признается? Проблемы будут у всех. Кто-нибудь, пожалуйста. Кладовки может быть целая коробка. Мисс Альфис, почему бы нам со Сьюзи не... Хорошая идея, Нелл. Сьюзи, как ты пришла последней, почему тебе не сходить? Пофиг. Нормально? Буду так озвучивать. Крис, ты можешь пойти с ней и убедиться, что она точно придет за Милом и не попадет не попадет в передрягу. Спасибо, Крис, до скорого. Крис, почему ты еще здесь? Иди скорее. Не волнуйся, Крис. Мне всегда казалось, что Сьюзи не такая плохая, знаешь. Я уверена, все будет хорошо. Кстати, если будет время, передашь ей от меня привет. Крис, разве я не говорил, что опаздывать плохая идея? Возможно, тебе следовало, как говорится, прислушаться. Увы, Крис, я пытался тебе помочь. Щелк-щелк, тык-тык. Не помри. Так, а если тут стоять, у моей пар, там типа, может тут что-то есть? Да я не с собой говорю, я тут парты проверяю. Не помри, не помри. Да понял я. Крис, если ты бы у меня были руки, я бы снял эту классную шляпу в память о тебе. Крис, не слушай их, все не так плохо. Ты, скорее всего, переживешь трёпки Сьюзи. Конец настает, как она просто не станет работать над проектом. Как говорится, Крис, кто со Сьюзи, тот лузер. Это не очень-то и обнадеживает.
Эй, Крис, если ты умрешь, может, я возьму диски твоего брата. Так, это уже новая серия скоро пойдет. Йо, Крис, извини, если бы мне удалось дождаться тебя. Тебе не пришлось бы быть с ней, она разберет тебя на части. А потом все эти части отпинает.